Добрый вечер. Это телеканал АТР. В эфире Прайм Мацарский. Я Юрий Мацарский. Сегодня мне Прайм помогает вести Анастасия Рингис, редактор спецпроекта «Как мы будем возвращать Крым». Настя, привет. Спасибо большое, что пришла сегодня к нам. Привет, Юра. Слушай, давай разберемся с самого начала. Что это за спецпроект с Мгм. таким, в принципе-то, громким и амбіційним названням? Давай розберемося. Українською мовою він «Як ми будемо повертати Крым». И этот спецпроект на 4 языках. Я много лет проработала журналистом в «Украинской правде», и меня пригласили вести этот спецпроект как приглашенному редактору вместе с Ольгой Духнич. И третий наш партнер в этом проекте — это Александра Дворецкая. Мы ее называем продюсер, координатор, менеджер по всем вопросам. И вот мы втроем были приглашены лаборатории журналистики общественного интереса, которую основали Наталка Гуменюк и ряд ее партнеров. В чем идея этого спецпроекта? Есть Крымская платформа, о которой в сентябре 2020 года на Генеральной ассамблее заявил Владимир Зеленский и команда... Генеральная ассамблея ООН. ООН, да. Да-да-да. Именно. И команда, его команда на протяжении этого времени готовила Крымскую платформу. Это некий такой Да. переговорный инструмент, с помощью которого украинская власть собирается привлечь к решению вопроса деоккупации Крыма международное иностранных партнеров. Да. Да, международное сообщество. Вот на сегодняшний момент там больше 44 стран. Каждый день какие-то страны присоединяются и заявляют о своем своей участии. поддержке. Да. В чем уникальность нашего спецпроекта? В том, что фактически общественность, громадскість. Я крымчанка, выучила украинский язык, мне сложно теперь переключаться на русский. Общественность присоединилась к этому движению. И этот наш спецпроект — это не инициатива государства, не инициатива МЗС или президента или партии. Это инициатива низовая. Она родилась в лаборатории журналистики общественного интереса. Они сказали: давайте сделаем эксперимент. Есть Крымская платформа как международная инициатива. Давайте соберем все смыслы, которые касаются Крыма, в одном издании. Посмотрим, какие у нас проблемы, и посмотрим, где сейчас находится Украина в их решении. И фактически наш спецпроект, он состоит, примерно мы себе так рисовали, что это 3 важных блока. Это оценить потери Украины от оккупации, потери России, общества, посмотреть, что за 7 лет произошло на полуострове, как изменилась жизнь, как изменилась экономика, как изменилась ситуация с правами людей, как изменилась ситуация с демографией, с экологией. И потом третий ключевой блок, ради которого мы и собирались, найти решения, которые позволят нам деоккупировать Крым. Мы говорим, это история... Политические, дипломатические, военные. Какие решения могут быть? Понимаешь, на старте этого проекта нам все говорили: ребята, вы хотите сделать работу, которую не сделали пока еще даже синктенки. Но мы же журналисты, мы всегда стараемся описать словами то, что еще не облечено ни в какие процессы. Конечно, возвращение Крыма — это настолько многослойный проект, и это такая большая задача, что я сразу скажу, возможно, разочарую. У нас есть про милитаризацию, но у нас ничего нет про демилитаризацию в Крыму, кроме того, что она должна быть. У нас есть про экологические проблемы, но мы пока еще не нашли решения этим проблемам. В нашем журнале нет ответов на большинство вопросов, но есть ответ на ключевой вопрос. Нарратив по Криму. Крим — це Україна — это наш базовый нарратив. Но нарратив «мы будем повертати Крым» — вот это и есть ключевая задача этого номера. Мы собрали всю информацию, пригласили многих журналистов, политиков, общественных деятелей для того, чтобы синхронизироваться. Потому что, да, у президента есть четкое намерение на то, чтобы деоккупировать полуостров. Он это заявил в интервью, которое он давал нашей крымской редакции. И наша задача сейчас сделать все возможное, чтобы нарратив «мы будем возвращать Крым» стал обычным для украинцев. Потому что прежде всего
Мы этот номер рассчитывали на украинскую аудиторию. Вот подожди, давай подойдем. Этот номер ты несколько раз упомянула. Я правильно понимаю, что главным продуктом, тот, который же можно в руках поддержать, вашего проекта, является журнал? Я правильно понимаю? Журнал. Вот мы И у несколько нас, раз к этому подходили. Давай поподробнее. значит, у нас есть печатная версия нашего проекта, и есть еще онлайн-версии. Это одновременно 4 версии. Это украинская, русская, английская и крымско-татарская. Они Вернее, я все бы сказала идентичны. крымско-татарская, украинская, английская, и, конечно, мы перевели на русский. Они все идентичны, да, эти Это, тексты? да, это спецпроект, который вот он просто вышел на 4 языках, на любом из этих языков можно прочитать. Скажи мне, пожалуйста, кто, вот ты так упомянула, что журналисты, специалисты, неравнодушные люди принимали участие в этом проекте. Кто эти люди? Можно на кого-то из них пальцем уткнуть и сказать, мы выбрали этого человека потому-то и потому-то, и мы считаем, что его участие в нашей работе необходимо потому-то и потому-то? У нас достаточно длинный список редколлегии. У нас была Наглядова Рада, ну что-то вроде бы там такая как редакция, да. Там и Владимир Притула, там и Валентина Самар, Севгиль Мусаева, Анна Андреевская. И также у нас авторы пишущие. Среди них Андрей Клименко, это главный редактор Black Sea News, и это человек, который абсолютно точно и каждый день работает на то, чтобы фиксировать заходы иностранных Вот, кстати, кораблей. видим, да, Настя на а, обложке этого журнала сама. Извините, так получилось, что меня тоже решили поставить на обложку. У нас есть также, почему-то, например, Андрей Клименко, мы приглашали людей, у которых есть глубокая экспертиза и понимание ситуации в Крыму. И более того, это экспертиза, которая сейчас работает на крымскую платформу. Потому что вот как наш журнал, он имеет много задач, и он многослойный, потому что прежде всего мы коммуницируем украинскому обществу готовность правительства возвращать Крым. И фактически мы говорим, давайте с нами. Вот возвращение Крыма определит внешнюю политику Украины и внутреннюю политику на ближайшие 10 лет. Я сейчас это говорю условно, и, возможно, мои слова кому-то покажутся, чрезмерными, да, потому что, например, у меня спрашивают, дипломатический путь, о котором мы описали, потому что все, что мы описали в журнале, это все базируется и на наших международных судах, и на работе наших дипломатов. Например, в журнале отсутствует военная реформа и то, как военные видят возвращение Крыма. И это уже наш следующий, шаг, который, конечно, он очень логичен, потому что никакие дипломатические договоренности со слабой армией, они не работают. И да, Крым и крымская платформа, и возвращение Крыма как нарратив запускают в украинском обществе ряд задач, актуализируют ряд реформ. Например, реформа армии, военно-морской флот. Это все будет и поддержано, и актуализировано. Я, как крымчанка, всегда говорю, перестаньте смотреть на Крым как на проблему. Смотрите, если мы изменим... Слушай, Крым вот сейчас, пока он оккупирован, это проблема, это головная боль для людей, которые там живут, это Это головная правда, боль для да. властей, головная боль для родных тех людей, которые уехали, головная боль для всех украинцев, которые, потому что кусок родины находится в руках у захватчика. Люди находятся каждый день в условиях реальной оккупации. Мы все время слышим обыски, Да, да. аресты, суды. Конечно, это головная боль. Да, я прекрасно все это осознаю, но когда у тебя постоянная только головная... Почему я говорю, давайте смотреть на Крым шире, давайте смотреть на то, что это и боль, и это и бой. Давайте искать в теме Крыма возможности. О каких возможностях я говорю? Я говорю, что новый нарратив по Крыму, когда мы говорим, мы будем возвращать Крым, международное сообщество говорит, ребята, вы с этой сильной позиции мы готовы вам помогать, реформировать армию, участвовать в вашем строительстве военно-морского флота. Я говорю о том, что да, мы признаем, что это наша боль. Именно эта боль сублимироваться должна в действие.
И до этого что изменилось? За эти 7 лет мы только и слышали, что Крым — это Украина, и насколько могли крымские правозащитники, представительство президента, АРК, они делали все для того, чтобы хоть как-то выстроить какие-то сервисы для крымчан, живущих в оккупации. Но сейчас у нас стоит следующий ряд задач. Вот этот нарратив и эта позиция, она заставляет реформироваться государство украинское, потому что понятно, что пока украинское государство не будет достаточно сильным для того, чтобы в случае деоккупации суметь правильно реинтегрировать оккупированные территории, до тех пор это наша голубая мечта, которая должна заставлять нас каждый день что-то делать. И я брала интервью у Дмитрия Кулебы, и мне настолько понравилось, как он Министра иностранных дел, да. да, и у него он ходит, я его знаю с 2015 года, это очень наш очень ценностный дипломат, и он ходит в галстуке с кримсько-татарською таймгою і говорить: «Це моя бойова кроватка». Я пишаюся тим, що він такий, потому что он очень глубоко понимает, что крымские татары, поддержка крымских татар и демонстрация этой поддержки не только важна для крымских татар, которые живут на оккупированном полуострове, это еще важный сигнал в международное сообщество, что мы, крымские татары и украинцы, мы вместе, а крымские татары для нас это мост в Крым. И, А про вот это будет много в журнале. кроме вот символизма, кроме очень важной, вот действительно, я сейчас без всякой иронии говорю, очень важной символической поддержки. Есть какие-то конкретные шаги по деоккупации Крыма, по какой-то, хотя бы по осознанию того, что нужно делать для того, чтобы Крым вернуть, которые уже сделаны властью или которые власть там каким-то образом задекларировала, что готовы сделать? Смотри, есть стратегия деоккупации Крыма. Я считаю, что очень конкретный инструмент — это Крымская платформа. Вот Крымская платформа, она создает для нас огромное поле возможностей. Это большой зонд. Нельзя сказать, что оккупация все-таки это настолько кризисное событие, что нельзя сказать, что у нас выросла экспертиза за эти 7 лет, как деоккупировать Крым. У нас я встречалась с Гюндузом Амедовым, который создавал Крымскую прокуратуру, и он мне рассказывал, как в 2016 году самые элементарные вещи от базиса, да, от А до Я прошел очень длинный путь, как они научились работать, как выстраивать правильную Ну а работу теперь что мы видим? для деоккупации. Гюндуза убрали из крымской прокуратуры. Но не подписали еще. И насколько я понимаю, что заявление об увольнении еще не подписано. И там действительно сложный процесс. Но я имею в виду, я приводила пример о том, что нельзя ожидать, что у нас есть, возвращение Крыма — это бег на длинную дистанцию. И тут самое важное — правильно организовать процесс. Я считаю, что этот процесс можно организовать правильно, только если мы будем действовать в синергии. И наш проект, он про то, как мы, крымские журналисты, объединившись друг с другом, многие из нас не виделись годами, вместе поставили себе задачу собрать все смыслы, которые важны для Крыма и которые важны для украинцев. И этот спецпроект, он будет, его уникальность еще и в том, что 1000 экземпляров на английском языке будет в презентационных материалах для дипломатов со всего мира, которые приедут на Крымскую платформу. И для нас это уникальная возможность была, как для журналистов, рассказать им. Давай так, если свести к нескольким абзацам, что смогут узнать иностранные дипломаты, иностранные специалисты о Крыме и о Украине в целом из того журнала, из того спецпроекта, который каждый из них получит. Что самое важное они почерпнут? Самое важное то, что мы пытались передать, что мы понимаем проблематику Крыма глубоко. И мы понимаем, что этот вопрос не решится быстро. Этот вопрос решится, когда должна быть определенная формула: готовность украинского государства, благоприятная геополитическая
ситуация, поддержка наших партнеров. Поэтому они узнают только то, что есть, что крымчане, живущие на материковой части Украины, готовы работать на деоккупацию Крыма, и что связь с Крымом у нас есть. Расскажи несколько слов еще о тех людях, которые принимали участие в работе над спецпроектом. Мы так вкратце уже упомянули, ты упомянула там через запятую фамилии людей. Может быть, на ком-нибудь или на нескольких У людях нас, стоит остановиться отдельно и поподробнее да, поговорить? смотрите, у нас есть в этом номере будет 2 больших интервью. Это интервью с Мустафой Аган, который взял Лидер Микола, татарского народа. ну, на телеканале АТР, я думаю, не стоит пояснять. Но хотя для аудитории, которая шире, чем аудитория, все-таки, да, лидер крымско-татарского народа. Мы на старте проекта взяли большое интервью, полноценное, где он объясняет, как должен работать закон про коренные народы, и как, и для чего, почему важно крымским татарам крымско-татарская автономия и поправки в 10-ю статью Конституции. Микола Семена– это человек-легенда для Крыма, и для нас было особенно важно, они знают друг друга более 30 лет, и у них, ну, скажем так, очень, у Миколы очень глубокое уважение к Мустафе, и они помнят вот эту историю с 90-х. Возвращение людей в Да, Крым. да, это очень важная история. А вторая важная история– это интервью с Владимиром Зеленским, который отвечает на наши острые вопросы, связанные с деоккупацией Крыма и с Крымской Скажи платформой. мне, пожалуйста, я тебя прошу прощения, что перебил. Были какие-то условия при организации этой самой встречи с Владимиром Зеленским? Что я имею в виду? Может быть, вам ставилась задача или ставилось условие ни в коем случае не поднимать те-то и те-то темы, ни в коем случае не касаться таких-то, таких-то персоналей? Или это все было вот действительно такой честный разговор? Вы знаете, был разговор честный, и удивительно, что офис президента очень просто отреагировал на наш запрос. Мы сказали, мы делаем такой номер, мы хотим взять интервью. Мы считаем, там должно быть интервью Владимира Зеленского. Они сказали, хорошо, у нас будет вот такое событие, поездка на остров Змеиный. Если вам это удобно, то вертолетом мы вас доставим на остров Змеиный и потом доставим в Одессу. Справитесь? Справимся. Мы сели в автобус, приехали в Одессу и на острове Змеиный взяли интервью Владимира Зеленского. Давай мы сделаем сейчас небольшую паузу в разговоре с Зеленским и сейчас подключим к нашему с тобой разговору нашу с тобой коллегу Ольгу Духнич. Она редактор журнала НВ и еще и соредактор проекта, вот того самого проекта «Как мы будем возвращать Крым». Оль, привет, ты слышишь нас? А так, добрий день, чую вас чудово. Привет еще раз, спасибо большое, что ты присоединился сегодня к нам. Расскажи мне, пожалуйста, Оль, можем ли мы воспринимать этот проект и вообще те люди, которые читают или будут читать журнал или электронную версию, как такую вот дорожную карту по деоккупации Крыма? Или нужно как-то по-другому относиться к этому проекту? Я думаю, что этот проект интересен тем, что мы, по крайней мере, собрали всю на сегодняшний день известную информацию о главных проблемах, главных потребностях и главных задачах, которые существуют в Украине для того, чтобы решать их в отношении оккупированного Крыма. Очень сложно говорить о дорожной карте, когда не готова дорожная карта у людей, которые принимают решения в этой стране. Но мы постарались набросать основные моменты, которые требуют решения и которые имеют свое развитие в долгосрочной перспективе. Скажи мне, пожалуйста, то есть это не альтернативная программа, не альтернативная государственная программа деоккупации Крыма. Это скорее какой-то такой экспертный взгляд на то, что было сделано не так и что можно еще сделать правильно. Да, я бы уточнила еще, что это взгляд крымчан, потому что журнал делали исключительно крымские журналисты, которые глубоко в теме очень разных проблематик, связанных с Крымским полуостровом. И они писали, опираясь на свои источники внутри оккупированного Крыма, они писали, опираясь на свой опыт. И я думаю, что это очень интересный продукт, потому что мы слышим голоса людей, для которых Крым не безразличен. И мы слышим озвученные проблемы и возможности, задачи, варианты решения этих проблем. Скажи, пожалуйста, что для тебя
самое важное или, может быть, самое тяжелое из этого проекта? Что бы ты обратила особое внимание зрителей нашей сегодняшней программы, и тех людей, которые будут читать спецпроект, знакомиться с ним? Безусловно, в проекте очень много эмоциональных, людских и живых историй. Он действительно получился по-настоящему человеческий. Ну и наиболее, наверное, яркий материал для меня — это материал оккупации Очима Підлітків и крымской молоди. Это материал, рассказы молодых людей, подростков, юнош, девушек, которые росли в Крыму эти 7 лет, которой длится оккупация. Они были маленькими детьми, и они переживали этот опыт, и они сейчас могут его отрефлексировать и рассказать. И это действительно очень интересно и очень глубокий опыт, по-настоящему берущий за душу. А где вы нашли, как вы смогли найти этих уже, собственно говоря, юношей и девушек, которые росли под оккупацией, которые, ну, детство которых выпало на такой непростой, мягко говоря, период? Я думаю, что об этом может рассказать и Анастасия в студии, потому что она один из соучредителей проекта оккупации Очима Підлітків. Я думаю, она расскажет подробнее. Но такие дети, которые переехали на материковую часть Украины, они действительно сейчас здесь есть, они хотят говорить. Есть огромный проект с большим количеством историй. Мы взяли только несколько историй. Я думаю, что Анастасия лучше и подробнее расскажет об этом проекте. Спасибо большое, Оля. Напомню, что это Ольга Духнич присоединялась к нашему разговору, редактор журнала НВ и соредактор проекта «Как мы будем возвращать Крым». Оль, благодарю тебя еще раз. Настя, видишь, тебе придется отвечать. Ольга сказала, что ты лучше знаешь, что ты глубже в теме. Итак, расскажи, пожалуйста, действительно важная история. Есть поколение людей, которые либо были совсем маленькими, когда началась оккупация, либо были подростками, и оккупация, по большому счету, разделила их жизни на до и продолжает разделять до сих пор. Расскажи немножко об этих детях. Я хочу сказать, что спасибо Оле за ее комментарий. У нас такая синергия. Вот крымский вопрос — это тот вопрос, где не было никаких ссор, где мы все объединились. Вот мы с Натальей Лютиковой, наши дети учились в одной школе. Она тоже крымчанка. И мы где-то в феврале придумали, вернее так, у нас учитель истории Владислав Штыгельский, ему 25 лет, он тоже с оккупированной территории. Он предложил, в нашей школе принято делать проекты с детьми. И он говорит: вы знаете, я бы хотел проинтервьюировать ваших детей, которые видели оккупацию Крыма. И вот так родился этот проект. Мы на сегодняшний день записали 50 интервью с подростками, которые жили на оккупированных территориях в Крыму, в Донецкой, Луганской области. Это в рамках этого же самого проекта? Да. Но вот когда мы стали делать Крым, мы поняли, почему эти истории важны. Потому что детям, которым было от 11, 12, 13, 14 лет, они не возвращались ни в какую русскую гавань. Для них Россия никогда не была дружественным государством. Просто это соседнее государство. И когда ты смотришь на оккупацию глазами этих подростков, которые рассказывают... Которые никогда не жили в Советском Союзе, для которых Москва никогда не была столицей Родины. И вот эти дети, они уникальны, потому что, во-первых, они очень все взросло мыслят. Вот сегодня нашим героям 17, 22, 21, 23. То есть они уже достаточно сложившиеся, и многие из них, кто-то учится на политолога, на психолога. У них это люди с позицией. Я просто была впечатлена тем, что самый большой шок, который описывают почти все, о том, что, вы знаете, вчера мы еще учили украинский язык и Тараса Шевченко, а потом однажды, в один день к нам приходят учителя и говорят: а сегодня мы будем петь гимн России. Вот эта травма и предательство взрослых — это то, что идет рефреном в каждом интервью. Ситуации разные. Например, крымско-татарские дети рассказывают такие вещи, что, вы знаете, на следующий день после оккупации почему-то наши дома стали помечать крестами. Под порог сыпать землю. Вот такие есть воспоминания у нас. Девочка Ниара. Это с какой целью делалось? Я не знаю, что вот в этом селении, где они жили, там вот таким образом отреагировали другие жители, что вот крымские дома... Соседи? Да.
Это А, какой-то прям совсем запредельная Потом, история. например, у нас есть... Нет, это не запредельная история, это вот история Я одной из понимаю, да, героинь. я понимаю, что... Ну, я имею в виду, Кстати, что она из Украины выглядит совершенно дико, когда людей да, начинают делить по национальному признаку и отмечать тех, кто с точки зрения национального, сейчас национального большинства, не какой-то не такой, какой-то другой. это тоже сильно удивляет, но в каждой этой истории, когда ты начинаешь читать, ты находишь такие детали, о которых не говорили взрослые. Потому что, ну, взрослая психика, она более устойчива. Мы такие детали не замечаем. Например, одна девочка, Виктория, говорит: я ехала, больше всего меня впечатлило, я до сих пор вижу эту картину в своих снах, когда я еду по Симферополю, и я вдруг вижу вооруженных людей на улицах города. И одна девочка подходит, за рукав тянет военного, и он поворачивается к ней с дулом автомата. Вот дети, они дали такие картинки, то, что мы вот про этих зеленых человечков и якобы бескровную оккупацию Крыма говорим, дети рассказали нам про свою психологическую травму, которую они получили. Эти истории, они очень важны. Но в журнале у нас есть еще и истории крымских политических заложников и истории крымских правозащитников. И почему Оля сказала, что наш журнал, он не только... Наши решения не лежат в плоскости, скажем, политической. Мы больше решений искали в плоскости человеческой, потому что наша задача для того, чтобы оккупация состоялась, нужно, чтобы в украинском обществе был Деоккупация состоялась. деоккупация. Да, извините. Деоккупация состоялась. Нужно, чтобы в крымском обществе был сформулирован запрос, потому что в отличие от других, скажем, политиков, Владимир Зеленский все-таки этот сигнал понимает. И последние опросы фонда Центра Разумкова и фонда Ильи Кучерева, Илька Кучеров, так. Илька Кучерева, показывают, что более 60% украинцев считают, что Крым должен быть частью Украины, считают, что деоккупация должна происходить. И это очень хороший сигнал власти, что общество готово, и мы это общество поддержим. За эти 7 лет в отношении Крыма мы жили нарративами, которые созданы, ну, скорее всего, создавались как часть русских спецопераций, да, что Крым настолько уже, вопросы по Крыму настолько решены, что говорить о его деоккупации невозможно. Но в этом журнале мы приближаем. Самое классное политическое заявление в этом номере делает Джамала. Так. Мы не ожидали. Политическая Джамала. Да, Так, она... хорошо. Я считаю, что это политическое заявление, потому что когда певица говорит: не можна віддавати своє ані політично, ані думками, ані сердцем. Я считаю, что вот это и есть наш ключевой месседж. И причем Сильные слова, которые в журнале мы сделали... мощнее, чем любой другой профессиональный политик мог бы И произнести. в журнале, да, вот вы знаете, мы сделали с Джамалой, мы записали видеоблог, и в журнале у нас есть колонка, печатная версия, и есть по QR-коду можно перейти и посмотреть видео, где Джамала рассказывает свою историю, свое отношение к Крыму и свой путь деоккупации. Ее совет, ее рецепт, он настолько прост и настолько действен. Она говорит: общайтесь со всеми, с кем вы можете общаться в Крыму. Держите с ними связь. Это в наших интересах и в наших целях каждый раз коммуницировать и искать крымчан. Вот вы, например, говорит она мне, вы журналист. Ищите, общайтесь с журналистами из Крыма, которые сейчас живут в Крыму. Общайтесь со своими родственниками в Крыму, со своими коллегами. То есть создавайте эти человеческие связи. Да, вот эти тоненькие нити, из которых мы сплетем толстый канат, который мы будем возвращать Крым себе. Ну, вот как-то так. Мы отошли от разговора о встрече, об интервью с Владимиром Зеленским. Мы поговорили с Ольгой, поговорили о судьбах детей и подростков. Давай возвращаться к Зеленскому. Я к Зеленскому вернусь с удовольствием, потому что я была... Это первая моя встреча с Зеленским, вот такая длительная.
Я была, во-первых, приятно удивлена тем, что он глубоко понимает, что сейчас происходит в Крыму. А второе, я была удивлена, приятно, что деоккупация Крыма и вот это намерение возвращать Крым, это не просто заявление, то есть он понимает, что должна быть очень качественная инфраструктура, очень качественно должен сработать офис крымской платформы внутри страны. То есть вот эти треки на возвращение, они должны быть внутри очень хорошо отработаны, потому что нет смысла просить международную помощь, поддержку, если мы не понимаем, как мы будем, для каких задач. То есть вот это четкое понимание задач, оно все-таки есть, хотя все-таки, знаете, крымская платформа и деоккупация — это как Linux, это с открытым кодом. Каждый программист может условно, да, как Linux, каждый может подточить под свои задачи, да, и улучшить систему. Так и крымская платформа — это история с открытым кодом. Если вы знаете как, приходите и встраивайтесь, и предлагайте свои идеи, потому что вот на сегодняшний день это выглядит как открытая история. И наш журнал, и наш коммуникационный проект фактически это подтверждает. Мы пришли и сказали, мы хотим, для нас так важна крымская платформа, мы хотим помочь сделать информационный продукт, который усилит голос крымской платформы. И нам все содействовали на всех уровнях. Что-то конкретное, что-то детальное удалось услышать от президента или от кого-то из его офиса? Есть какие-то у них, вот, ну, помимо понимания, я готов согласиться с тем, что у них есть понимание. Странно, если бы на третьем году президентства этого понимания не было, насколько важен Крым для Украины, насколько, в общем, оккупация – это страшная вещь. Но вот помимо этого понимания есть какое-то знание, что и как делать, куда двигаться, в каком направлении? Ты знаешь, я думаю, что такое знание есть. И давай честно скажем, есть открытая часть информации, а есть закрытая. Я думаю, что есть часть закрытой информации, которая просто не озвучивается, потому что если вы наблюдаете за тем, как крымская платформа обесценивается российскими медиами, то вы понимаете, почему это происходит, и почему часть решений, например, такие как подписание декларации или конкретика по крымской платформе, она остается за завесом, потому что есть большая, серьезная дипломатическая работа. Это большая, серьезная дипломатическая работа. Какие надежды сейчас? Можно вообще возлагать какие-то Хорошо, надежды? смотри, Нет, 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 достаточно нет. ли конкретно то, что украинцы получат помощь в отстраивании флота? Это конкретно? По-моему, это очень Конкретно. конкретно. Это вот как раз очень Помощь конкретно. Британии украинской армии в отстраивании флота. Помощь или объединение украинцев с Румынией, Молдавией и контроль Черного моря. По-моему, это конкретно. Я просто... Мне сложно говорить, потому что мне приходится говорить... сейчас вопрос как бы не ко мне, вопрос к тем архитекторам крымской платформы, которые понимают, как каждая нота отразится в общем этом музыкальном произведении. Мы всего лишь нота. Да, хорошо. И вот я так до. Но ты же не настоящая нота, ты же живой человек. Вот живой человек со своими чувствами, со своими ожиданиями, со своей болью и со своими надеждами. У тебя есть какие-то твои личные, персональные надежды, связанные с работой крымской платформы? У тебя есть какие-то такие ожидания, которые могут исполниться, или исполнение которых может приблизить вот эта самая встреча крымской платформы? У меня есть одна надежда и только одно ожидание. Я бы хотела, чтобы люди, которые работают над крымской платформой, будут в офисе работать в течение, не только в подготовке этого большого саммита, а еще после саммита и каждый день, чтобы они работали так, как работала кримська редакція над проектом «Як ми будемо повертати Крим». Потому что в крымской редакции я пережила несколько своих персональных инсайтов. Во-первых, синергия
Во-вторых, поддержка друг друга. Мы все искали и помогали друг другу с контактами. В-третьих, это единое мнение. Вот мы не было таких материалов или тем, где у нас какие-то были искры, да. Мы понимали, куда мы движемся. Мы понимали, что у нас есть большая цель сделать качественный журнал для того, чтобы перевести его на английский, на крымско-татарский, на русский, и еще положить дипломатам в презентационные материалы, чтобы они на досуге смогли еще раз все услышанное на крымской платформе еще раз это как-то пережить. Скажи мне, пожалуйста, вы работали и работаете, может быть, до сих пор в контакте с теми людьми, которые организовывают крымскую платформу? Вы каким-то образом синхронизируете Конечно. свои действия? Конечно, для нас контактное лицо — это Мине Джапарова, и, конечно, это наше и контактное лицо, и лицо нашей обложки. Конечно, мы синхронизируемся. И вот проводили презентацию нашего журнала в Дипломатической академии. Скажи мне, пожалуйста, что в итоге будет дальше с проектом «Как мы будем возвращать Крым»? Это все завершится вот этим вот самым журналом и его онлайн-версией, его мультимедийной версией? Или что-то будет дальше, или работа продолжится? И вообще, это как это происходило? Людей поотрывали из их редакций, позабирали на несколько месяцев, сказали: так, все, забывайте там про ваши журналы, про ваши газеты, про все остальное, теперь будете заниматься только проектом «Как мы будем возвращать Крым». Как это все происходило? Смотри, ну, конечно, мы никого не отрывали, мы только мотивировали, потому что я считаю, что это достаточно престижно написать текст для этого, в общем-то, исторического номера. Ну, давай не будем, как бы стесняться и скажем, это исторический номер. Крымская платформа — это историческое событие. Все работали у нас исключительно из собственного желания, никого не принуждали. Я хочу сказать, что не было на самом деле никаких проблем сделать этот номер. У меня было такое ощущение, что все были готовы. Вот я кому не позвоню, говорю: ты напишешь нам текст? Да. Я ни разу не услышала никакого сомнения. Мне кажется, что мы давно хотели высказаться. Мы, как крымские журналисты, давно ждали, что кто-то придет и скажет: напишите. Вот call to action, как только он прозвучал, все собрались, как, знаешь, все как стройная команда. И это очень здорово, потому что мы живем в условиях ковида, и все работали децентрализированно. То есть мы связывались в онлайне, все планерки проводили в онлайне. Но как это приятно, что несмотря в каких бы мы редакциях ни работали, мы себя за этот месяц подготовки номера почувствовали одной крымской редакцией. И когда я говорю, какие у меня ожидания от крымской платформы, офиса крымской платформы, я бы хотела, чтобы вот это наше единение, синергию и нашу практику работать на результат, чтобы это стало частью вот нормы этой крымской платформы. Хотя из того, что я вижу сейчас, вполне мои ожидания, они не беспочвены. Давай вернемся. Что будет дальше с проектом? Что Все? будет дальше с проектом? Проект будет жить своей жизнью. Я думаю, что самое важное, мы синхронизировались, и мы вместе. В каком формате мы будем дальше? Возможно, мы сделаем раз в месяц какой-то дискуссионный клуб. Возможно, кто-то из нас пойдет работать в офис крымской платформы и будет использовать там вот эти наши контакты, наработанное взаимодействие для продвижения идей или коммуникации крымской платформы. Я думаю, что, конечно, этот проект сам по себе и наша прочность наших связей внутри, она 100% конвертируется, возможно, в какой-то другой коммуникационный проект, возможно, в какие-то мероприятия. Точно мы, знаешь, хорошо прокачали вот эту энергию. И что самое важное, что если в начале, на старте этого проекта, я очень боялась и говорила: давайте красными линиями обозначим темы, потому что я бы не хотела, чтобы мы в номере писали о том, что не произойдет, то к концу проекта я абсолютно точно уверовала в то, что возвращение Крыма — это только вопрос времени. Но у меня
произошла моя персональная психотерапия и психотерапия всех тех, кто был вовлечен в этот проект. Да, сейчас эта идея не кажется нереализуемой. Сейчас возвращение Крыма кажется очень логичным, правильным. Не только для Украины и крымчан, а в целом для мира. Ну, судя по тому, понимаешь, как дико, просто совершенно люто реагируют российские власти, российские пропагандисты на любое упоминание Крымской платформы, на любые, там, на само слово деоккупация, то они тоже понимают, что этот процесс неизбежен. Они тоже понимают, что они отобрали Крым на время, они отобрали Крым далеко не навсегда, они не ведут себя в Крыму как настоящие хозяева, они ведут себя в Крыму как оккупанты, как захватчики, как те люди, которые, ну, вот пришли и знают, что рано или поздно им дадут по рукам и заставят уйти. Скажи мне, пожалуйста, что-нибудь для... Вот если вдруг оккупант, если вдруг представитель, там, не знаю, российской администрации захватческой в Крыму попадет ему в руки этот журнал, или он наткнется в интернете на сайт, он что-нибудь для себя сможет прояснить? Он что-то для себя откроет? Он каким-то образом поймет, что он не прав и что он враг, что он захватчик? Конечно, чемодан, вокзал, Россия. Ну, знаешь, самое последнее, о чем я думаю, это как русские воспримут этот журнал. Этот журнал мы делали прежде всего для своих людей, которые живут в Крыму, которые живут в Украине, и для международного сообщества, которое должно понимать, что Украина будет возвращать Крым. Да, и мы нуждаемся в поддержке. Самое важное, что ты вынесла для себя в то время, когда вы работали над этим проектом. Что, может быть, ты что-то не знала, может быть, ты что-то забыла, что-то ты упустила. Знаете, для меня шокирующим моментом был разговор с Ларисой Волошиной, и ее, кстати, текст открывает этот номер. Текст называется «Такого при Украине не было». В этом тексте она описывает вот то, о чем ты говорил, как ведут себя оккупанты на оккупированной территории. Для меня вот была просто, я скажу, большим шоком история про наших керченских заключенных, которых приехал, значит, на которых тюменский ОМОН показывал крымскому ОМОНу, как разгонять митинги. То есть живых людей использовали для... Просто как подручный инструмент, понимаешь, как в тренажерном зале. И вот почему мы открываем этот текст, этот журнал этим текстом, потому что мы, украинцы, не осознаем себе, в какой ситуации сейчас оказались люди, живущие в Крыму, как у них отбирают, условно, их пляжи, придомовую территорию, как их ломают через колено русскими законами. Мы действительно, мы как бы внутри украинского общества есть такое мнение, оно в принципе распространенное, что они сами захотели. Да, в украинском обществе есть напряжение, есть ощущение, Что там предателя? там предатели. И именно вот это мы хотели снизить, потому что, вы знаете, за 7 лет оккупации я слышала много разговоров, много людей, которые разочаровались, им стыдно признаться, много людей, которые сделали свой выбор, не политически, не рационально. И в конце концов, вот скажите, вот мы можем посчитать урон, который нам нанесли физически, да, когда у нас отобрали санаторий. Мы можем это посчитать в деньгах. А как мы можем посчитать ущерб от информационной, психологической операции? Мы его не можем посчитать. Ущерб, нанесенный детям, у которых отцов забрали в Мы не тюрьму и можем это отправили куда-то посчитать в Сибирь. деньгами. И для нас было крайне важно откоммуницировать украинскому обществу то, что, ребята, вы даже не понимаете, что бы вам ни говорили ваши там условно родственники в Крыму или знакомые про жизнь под оккупацией, да, как бы они ни хвастались там, не знаю, зарплатами или пенсиями, они живут сейчас в условиях, когда их ограничили в правах. Например, я из Гурзуфа, у нас случилась застройка, много лет был конфликт между Артеком и Громадой. Городской. Как это? Вот видите, громада есть в украинском, а вот в русском Община. обществе
Ну, община, Да, да. Вот оно не популярно, потому что все-таки у нас вот эта децентрализация запустила механизм того, что люди стали чувствовать себя, знаешь, громадой. А, вот там отобрали наглым образом пляж в интересах Артека. А Артек обнесли трехметровой стеной, куда не пускают местных жителей. Такого никогда не было. В этих курортных зонах всегда санатории, всегда люди– это часть экосистемы, обслуживающей санаторий. Всегда есть вот это вот, знаешь, а, вот этот громадский контроль. То, что мы друг о друге беспокоимся, мы смотрим за безопасностью. Нам не нужны эти трехметровые заборы. А сейчас там трехметровые заборы, и сейчас там ощущение, что ты в тюрьме. Вот, это нам передавали с полуострова. Почему я об этом говорю? Потому что вот эти истории, которые мы собрали, э, при всем при всей громкости названия нашего спецпроекта самое важное– это то, что мы рассказали то, что не осознаваемо украинским обществом. Да, вот мы нашли эти истории, мы нашли детей, мы рассказали истории политических, скажем, политвязнев, да, политзаключенных. И, ну и плюс у нас есть четкое понимание и большой материал про милитаризацию Крыма. Мы показываем, что это военная база. Мы рассказываем про экономику Крыма, которая стала ну, экономикой военной базы. То есть там нет, там довольно сложно быть мелким, средним предпринимателем. Там совсем другой стандарты ведения бизнеса. И, ну, вот. То есть Крым, по большому счету, Россия оторвала от Украины, оккупировала, забрала, испоганила жизни тысячам людей, которые там живут, но к себе до конца так и не привязала. Не реинтегрировала, да. Да, мы считаем, что за 7 лет России не удалось легализовать свое право на Крым. Ну, я так понимаю, что никогда не удастся, ну, потому что И слава богу. просто с международной точки зрения, ну, это же чистой воды бандитизм. Хорошо, давай подведем итог всему сказанному, давай подведем итог нашему сегодняшнему разговору. Есть спецпроект, есть журнал, есть сайт, с помощью которого и украинцы, и иностранцы смогут понять, почему на самом деле вернуть Крым и деоккупировать его это важно, почему это одна из главных государственных задач. Насколько государство в принципе готово эту задачу выполнять? Если вот вы месяц работали над этим проектом, вы сами все крымчане, вы должны были понять, узнать, как это все сейчас выглядит и изнутри Крыма, и снаружи. Из чего состоит готовность, да? Это из позиции, то есть намерения, да, у нас есть стратегия деоккупации, из инфраструктуры, которая должна обеспечивать. У нас есть крымская платформа, и сейчас создается офис крымской платформы. Поэтому я думаю, что и то, и другое у нас есть. Вопрос в том, что еще важный элемент у нас есть общественность, которая готова это поддержать и стать тоже ресурсом этого процесса. Я не могу сказать, мерить по какой шкале надо, там, по 100-бальной или там 12-бальной. Я думаю, что Украина в процессе. Мы часто хотим получить результат, не понимая, как важно правильно построить процесс. Сейчас тот момент, когда для нас процесс, только правильный процесс, построение правильного процесса даст тот результат, на который мы рассчитываем. Поэтому сейчас фокус внимания наш нацелен на то, чтобы запустить процесс качественно. Процесс деоккупации, процесс осознания деоккупации, процесс... Да, мы отвечали только за процесс коммуникации. Мы этот процесс контролировали, запустили, и, по-моему, ну, будем вот смотреть, как в течение там, ближайшего времени эта тема будет дискутироваться. Какой вы ждете, кстати, общественный ответ? Какой вы ждете, какое впечатление на людей вы ожидаете произведет этот самый проект, о котором мы сегодня с тобой говорим? Мы хотим, чтобы люди не закрывали глаза, когда речь идет о политических заключенных, о теме Крыма, о крымских репрессиях. Мы хотим просто, чтобы редакции, медиа этим больше интересовались, чтобы люди понимали, что позиция возвращения Крыма– это позиция, которая сделает Украину сильным государством. Вот знаете, когда мы брали интервью на острове Змеиный, я слушала Владимира Зеленского и думала, боже,
он фантастически энергично рассказывает про Крым. Это вот как человек в начале спортивного пути. Вот он говорит, я хочу поднять эту штангу в 50 там, килограмм или 150. И ему нужен просто хороший тренер и понимание, что он не поднимет эту штангу от одного захода в спортзал. Ему просто нужно делать это системно. Но вопрос в том, что человек, который не ставит себе задачу поднять штангу, или Никогда ее там не поднимет. никогда ее не поднимет. Нам надо сохранить вот этот оптимизм. Тема сложная, тема длинная, тема, которая будет, ну, конечно, ресурсы оккупанта, страны оккупанта будут направлены на то, чтобы нас демотивировать, сказать, что это невозможно. Наша задача — сохранять уровень оптимизма, а его можно сохранить только тогда, когда ты что-то делаешь. То есть наш рецепт — это действие. То есть я так понимаю, что тем самым тренером, который будет заставлять Зеленского и вообще государственную власть Украины каждый день тягать штангу, постепенно приближаясь к сверхцели, к главной задаче деоккупации Крыма, вот этим тренером собираетесь стать вы. Собираются стать крымские журналисты, которые будут задавать вопросы по Крыму. Эти вопросы будут звучать на повестке дня. То есть нужно все время, что называется, в темечко Бить. стучать всем чиновникам, ответственным за деоккупацию украинских территорий, для того, чтобы эти чиновники не забывали, для чего они избраны, для чего они сидят на своих постах. Да, или хотя бы гораздо чаще давать им слово, потому что на самом деле и Антон Кореневич, который представитель президента в Крыму, и там Эмине Джапарова и Дмитрий Кулеба, они готовы об этом и говорить, и отчитываться, рассказывать про свою работу. Поэтому, может быть, стучать в темечко мы не будем, но давать им больше пространства для этой коммуникации. Я считаю, что те медиа, которые подключились к этому процессу, просто обязаны. Ну, ты же понимаешь, я же не буквально имел в виду, что я не представляю себе, чтобы ты ходила и стучала им по темечкам. Это фигура речи, не более того. Спасибо тебе большое, Настя. Я напоминаю, Анастасия Рингис сегодня помогала мне провести Прайм Моцарский. Анастасия — редактор спецпроекта «Как мы будем возвращать Крым». Этот спецпроект, я так понимаю, журнал уже можно купить на неоккупированной материковой части Украины, а для людей в Крыму, для людей за границами Украины можно найти через Google, да, просто нагуглить. nv.com. nv.ua. nv.ua. nv.ua, да, это сайт журнала НВ. На этом сайте уже есть спецпроект. Заходите, читайте и выносите свои оценки, свои суждения об этом проекте. А мы на этом прощаемся. Всего доброго, счастливо.